его превосходительства Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан. Я предлагаю ему обратиться к Ассамблее. Құрметті төраға мырза, құрметті бас хатшы мырза, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық өмір сүріп келеді. Екіншіден, әлемде аса ауқымды отарсыздандыру жүзеге асырылды. Біріккен ұлттар ұйымын 70 жыл бұрын 51 мемлекет құрды. Ол кезде әлемнің көп бөлігін колониялар мен тәуелді аймақтар алып жатты. Бүгінде әлемдік қоғамдастықта 193 тәуелсіз мемлекет бар. Үшіншіден, Біріккен ұлттар ұйымы күн сайынғы қиын, бірақ қауіпсіздік пен даму үшін баршаға қажетті үн қатысудың бүкіл әлемдік мінбесіне айналды. Адамзат одан өзінің әр алуандықтық бірлігін, біздің ғажап бірегей платформасының тағдырына қатыстылығының ортақтығын сезініп отырды. Біріккен ұлттар ұйымының негізін қалаушылар алдағы алыс болашаққа ой көзімен қарай білді. Excuse me, Excellency, I think... Я прошу прощения, Ваше Превосходительство. Я опасаюсь, что у нас трудности с переводом. Я прошу вас прерваться на 1 минуту. Барма? Yeah, well, if we can wait for the interpreter to come through. Мы должны подождать перевода. Я приношу вам свои извинения, говорит председатель. Перевод сейчас наладить. Попросил подождать, снова начать. Какой технический? Снова начать? Да, снова начать. С самого начала. Перевода не было там, да. Сейчас не скажет, когда наладить. Скажи. Can start? Restart. When we are ready. Okay. Че? Assembly, please just bear with us for a minute or two. Я прошу членов Ассамблеи подождать 1-2 минуты, пока мы проверим каналы синхронного перевода. Я прошу вас занять место возле трибуны. May I again request protocol to escort His Excellency, and we shall resume. Я прошу его превосходительство продолжить выступление. Sorry. Құрметті төраға мырза. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые коллеги и дамы и господа. В год 70-летнего юбилея ООН важно задуматься о том, какой смысл вкладывали основатели в эту организацию. А Организация Объединенных Наций уже решила задачи глобальной исторической значимости. Во-первых, 7 десятилетий наша планета живет без мировых войн. Во-вторых, проведена широкая деколониализация мира. 70 лет назад ООН была учреждена 51 государством, а большую часть мира тогда составляли колонии и зависимые территории. Сейчас в мировом сообществе 193 независимые страны. Призываю всех участников 70-й сессии поддержать кандидатуру нашей страны. Дамы и господа, 70 лет назад, когда вместо неработающей Лиги наций в Женеве создавалась Организация Объединенных Наций, было решено разместить ее штаб-квартиру в Нью-Йорке. Это было связано с тем,
что в то время возросла роль западного полушария в международных делах. Центр развития мира переместился из Старого Света в Новый, из Европы в новую точку глобального роста, в США, Нью-Йорк. С тех пор многое изменилось, и мир стал иным. В 21 веке центр развития смещается в Азию, самый большой континент мира, где живет 2,3 части населения планеты, сосредоточены огромные ресурсы. Мощный рывок развивающихся экономик Азии обозначил новую реальность в глобальных процессах. Важно использовать этот исторический шанс, чтобы придать новый импульс взаимоотношениям государств с учетом этого процесса. Поэтому предлагаю подумать о переводе штаб-квартиры ООН в Азию. Выражаю надежду, что инициативы Казахстана будут приняты сообществом наций. Благодарю за внимание. On behalf От имени Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Республики Казахстан за его выступление. Прошу представителей оставаться на своих местах, пока мы приветствуем господина президента. И был народ с тюркским именем хазары. Это имя само по себе значит примерно то же, что и имя родственное казахов. То есть это означает кочевника, жителя степи. Хазары обеспечили славянским переселенцам, земледельцам, колонистам спокойную жизнь. И они были в этом заинтересованы, потому что славяне действительно должны были платить им дань за мир, за спокойствие, дань хлебом, а хлеб всегда был необходим кочевникам во все времена. Кочевники не могли обойтись без земледельцев, без земледельческой колонизации. Вот под эгидой хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона.